Ну а далее отмечать замечательный праздник мы будем уже в компании Кайрата Орынова и его гостя. Да, ассаламу алейкум, Дмитрий. Доброе утро всем. У нас сегодня интереснейший гость. Это писатель Канат Тасибеков. Да, человек, который про Наурыз знает вот от А до Я, от кулинарии и заканчивая. У него даже есть мнение, то, что нужно прописать, да, то есть как праздновать Наурыз. Вот именно с этого и хотелось бы начать, с идеологии. Как нужно встречать Наурыз? Сначала с поздравления. Наурыз мейрамы құтты болсын. Рахмет, улыстың ұлы күні құтты болсын, ақмол болсын, берекелі болсын. Рахмет. Бірге болсын. Бірге болсын. И с угощения тоже нужно начинать. Ескі жылда есіркеп, жаңа жылда жарылқап, жаман бәле бәрі жерге еңсін дейді қазақтар. Это все здорово. Наурыз — это праздник вот, весны, праздник пробуждения природы, да? Начало Нового года, вот логическое, да? Вот зима, кочевники на Хстау, они заходят в свои тесные, как бы, такие жилища, да, чтобы пережить зиму. И с первыми лучами солнца природа начинает оживать, люди встречаются, выходят, вот закопченные вот эти шкуры начинают развешивать, собирают по сусекам, по скребу, по амбарам, соберу все, что у них и делают Наурыз-көже. Көрісу, они обнимаются, знаете, такой на Западе есть еще, вот Көрісу, такой праздник. Конечно. Ну, наверное, 14 марта. 14 марта, 13-14 марта Көрісу, они не менее пышно празднуют, чем Наурыз. Көрісу, они обнимаются, что они выжили после такой суровой зимы. Они Раньше сотовых телефонов не было. То есть природа, она как бы... Зима — это как какой-то временный сон, спячка, да? Я и здесь слышал пробуждение такую фразу, к новой... на русский, если ее переводить, может быть, грубо будет звучать, но зиму пережили, радость, весна пришла. То есть, если вот переводить, действительно, зимы суровые, степные особенно. Расстояния большие, огромные, как там, что там с твоими родственниками узнать сложно. Соответственно, когда приходит тепло... Невозможно, да. Қазақтар айтады, жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін кезі. То есть, после зимы все, что было как бы таким прочным, толстым, она утончается, а то, что было тонким до этого, она рвется. Понимаете, это вот испытание такое. И скот выходит из зимы, живой, здоровый. Кто-то люди пережили или не пережили. И поэтому это праздник очень древний. Это праздник, он древнее, как бы, древнее исламской культуры, да? Вот, ну, гораздо ранее, чем как бы Мухаммед, пророк, алейхиссалам, пришел, да, и начал проповедовать. Этот праздник существовал до этого, то есть он никаким образом не связан. Это, ну, в общем-то, языческий такой праздник. Первые записи, вот что интересно, по-моему, даже в вавилонских хрониках сохранились. И порядка 5000 лет, а некоторые говорят и более, насчитывается этому празднику. Знаковый день, 22 марта, непростой день, это день весеннего равноденствия. И что интересно, светило, те, которые, это звезды, планеты, они как раз выставляются и на новый цикл переходят. Так устраивается? Новый круг пойдет. Поэтому как бы год закончился, год начинается. Это больше праздник космического масштаба, я тебе скажу. Нет, вот вы знаете, что Пасха празднуется, как бы она привязывается к Дню весеннего равнодействия. То есть это второе воскресенье месяца, последующего после Дня весеннего равнодействия. Пасха. Православная Пасха. К чему мы все это говорим? Что это праздник очень древний, да, и, ну, я считаю, что этот праздник, ну, нужно его приспособить к нынешней городской урбанизации, к нашим условиям, в которых мы сейчас живем. Ну, Наурыз — это огонь Наурыз. Да, разводят огонь, прыгают через огонь. Ну, попробуйте в городском дворе. Или, предположим, убирают во дворе у себя, прочищают арыки. Ну, у нас дворники для этого существуют. Развешивают все свои одежды как бы на улице, да? Ну, вот это то, что я говорил, закопченные кошмы. Но это невозможно сейчас в условиях городской квартиры сделать, правильно? Или, предположим, жилище как украсить. Ну, вот на Новый год мы встречаем, гирлянды повесили, елочку поставили. А на Наурыз вот как? Вот есть обрядность. Вот это вот все, я считаю, что этим должно заниматься государство. И, в общем-то, ну, какая-то вот руководящая роль, как бы руководящая и возглавляющая должна быть. Ну, сейчас как есть. Вот эта идея записать, систематизировать вот все традиции, что должно быть на столе, то есть как готовится Наурыз, скажи, вот это нужно записать, чтобы это как культурное наследие переходило из поколения в поколение. Совершенно верно, вы меня и так поняли, есть, и курт должен быть, и Наурыз-көже, и бауырсак. У нас сейчас есть гастрономическая составляющая. Алтыбақан, казахша күрес. Вот. Алтыбақан в городских условиях очень трудно, да? Вот.
очень трудно Алтыбакан в городской квартире поставить, да. Я говорю, как бы, ну вот о праздновании, вот как Новый год мы встречаем, ну, Наурыз, он сам вот логически, да, вытекает. Начало новой жизни, начало Нового года, вот, ну, об этом мы уже поговорили, да. Вот. Но все равно Новый год, ну, для нас как бы вот уже впитано вот это вот все, вот эта обрядность. Мы ставим елку, гирлянды развешиваем, ждем, когда президент нас поздравит, да. В 12 часов чокаемся и целуем друг друга, говорим с Новым годом, с новым счастьем и так далее. На Навруз вот такой обрядности не прописано, городской, кстати. Если все-таки у вас была бы возможность, да, участвовать в прописании всех этих правил по празднованию Науруза, что конкретно вы бы предложили? Я бы предложил, ну, во-первых, в общем-то, новое, хорошо забытое старое, или зачем выдумывать велосипед? Вот мы привыкли, да, Новый год. Дед Мороз и Снегурочка, да? Так. Ну, с персонажей вы хотите персонажи. начать? Ну, персонажи. У нас есть готовый персонаж. Кадарата. Кадарата. Зачем? Кадарат. Кадарата. Кадарата. Вот, это Хактумбар Кадар. Это тоже он на Наврузе участвует. Ну, Кадарата, надо его прописать образ. Вплоть до длины бороды. Как он выглядит, что, на чем он ездит, на ишаке. Двухметровый аксакал на белоснежном коне с посохом. Двухметровых в каждой области или в каждом городе можно не найти, как бы, вот. Но все это делается для того, чтобы образ вызывал определенные ассоциации, Конечно. и был узнаваем. Персонаж, окей, разобрали, дальше. Гастрономическую составляющую, сценарий проведения Науруза, его время, предположим, в Алмате 22 марта весенняя прекрасная погода, а где-то в Кустанае Наурыз-Кожеев еще в чашках замерзает, да? Ну, как в прошлом году празднование Наурыза в Павлодаре перенесли, например, на более поздний период. Да, совершенно верно. Вот. Поэтому очень много у меня есть, ну, я не буду раскрывать всех как бы секретов, поскольку я этим вопросом занимаюсь. В общем-то, серьезно? То есть? Да, я серьезно, я занимаюсь сам, как бы стараюсь прописать это все. Может быть, когда-то это будет востребовано. И надеемся, что это будет востребовано и прописано в ближайшее время. Но вообще, Кайрат, вот интересно, как же отмечать-то этот праздник по всему Казахстану, да? Сегодня, в день весеннего равноденствия, мы все с радостью встречаем Наурыз и поздравляем друг друга с праздником. Бірге болсын. Этот праздник также называют Улустун Улы күні, что в переводе на русский означает «Великий день народа». Подробнее о том, как отмечается это торжество по всей нашей огромной стране, мы узнаем прямо сейчас. Масштабные народные гуляния, выступления любимых казахстанских артистов и рекорды по приготовлению баурсаков и Наурыз-Коже. Вот лишь небольшая часть того, чем каждый год радует казахстанцев празднование Наурыза. Что же касается традиционных элементов торжества, то они сохранились почти без изменений и по сей день. На центральных площадях городов и аулов устанавливаются качели, называемые Алтыбакан. Устраиваются соревнования по казахша-күрес, а участники народных гуляний стараются в честь праздника облачаться в национальные костюмы. В 2014 году в Атырау на Наурыз зафиксировали своеобразный рекорд. В микрорайонах города было установлено около 150 юрт. Главное торжество прошло на центральной площади имени Исатая Махамбета, где вырос целый юрточный городок. В празднике приняли участие тысячи жителей и гостей города. Атырауцы приняли участие в перетягивании каната, проявили свою силу и сноровку на борцовском ковре. Люди постарше соревновались в шахматах, а для детей были установлены алтыбаканы. Также взрослые и дети с удовольствием смогли покататься верхом на лошадях. В том же 2014 году павлодарцы начали отмечать праздник весны и изобилия на 2 дня раньше. Жители города вышли на субботники, помогали одиноким пенсионерам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Также общественные деятели приняли участие в посадке саженцев декоративных елей. Для павлодарцев и гостей города были организованы конкурс на лучший баурсак и лотерея, средства от которой направили в дом ребенка. Горожане с удовольствием принимали участие в национальных играх и состязаниях. Хошхар Кутеру и Жилек Сундру. Жители и гостей города бесплатно угощали Наурыз-Коже пловом и баурсаками. Всего было испечено 25 тысяч баурсаков, приготовлено 12 тысяч порций плова и тонна Наурыз-Коже. Наш праздничный эфир, друзья, продолжается искренне и от души. Еще раз поздравляем вас с праздником Наурыз. Да, дорогие друзья, Дима, уважаемый гость, наш Канат Тасибеков, писатель, человек с интереснейшим мнением по поводу прописания правил по празднованию Наурыза. Всех с Наурызом, Наурыз құтты болсын. И, Канат, вот такой вот вам вопрос. Я, когда в различных регионах гостил, везде Наурыз-Коже готовят по-разному. Ну, я понимаю, что
секрет хозяйки, там, но тем не менее, допустим, на Востоке по-другому готовят, ингредиенты, с чем это связано? Опять-таки это нужно прописать все строго. Ну, нужно Если здесь крупа, Да. и ничего не меняем. Нужно прописать, ну, на русском языке здесь, что как бы незыблемо, это оно должно состоять из 7 ингредиентов. Ну, 7 сакральное число, да, у казахов? 7, 9, 40. Вот. 7 ингредиентов, ну, как вот я уже говорил, кочевники после долгой зимы выходят как бы на солнце, и вот по сусекам поскребли, по амбарам собрали. Значит, ну, что есть? Это 7 ингредиентов, это вода, у нее как бы копченое мясо, ну, без мяса, там, ну, уже подвяленное мясо, соль 3, и 4, ну, как бы это вот, она забеливается, да, это может быть молочное, это айран, или кумыс, или шубат, или, ну, как бы на основе, вот 4 ингредиента, и 3 вида круп. И 3 вида круп, ну, в общем-то, это крупы, которые, это не рис, которые там начали сажать уже при советской власти, да, Кызылординской области там, и так далее. Вот. Это проса, наша традиционная, да, тара, казахская культура. Это бидай, пшеница, и это арпа, ячмень, да, вот. И 3 вида круп, вот 7 ингредиентов. Ну, предположим, где-то в зависимости на юге это может поменяться, правильно? Какой-то крупа может какая-то другая быть и так далее. Поэтому это тоже нужно прописать. Вот как-то в плане одежды мы должны как-то соблюдать, что-то одевать? Очень, очень здорово. Ну вот на западе Казахстана это, в общем, Атырау, Актау, Уральск, Актюбинск. Там уже как бы вот это вот вошло в традицию, там все выходят в национальных одеждах, встречают Наурuz. Ну, конечно, это надо как бы распространить на территорию всей республики. Вот мы должны, ну, конечно, там в Чапане, в Малахае там и так далее достаточно сложно, да, как бы прийти в офис там или на какой-то там вот совещание и так далее. Ну, хотя бы вот начать, да, вот Наурuz, чтобы все в национальных одеждах, ну, были в национальных одеяниях и так далее. Это можно прекрасно монетизировать, правильно? Вот, я просто поражаюсь, да, что никто из бизнесменов до сих пор этим не заинтересовался. Понимаете? Если прописать всю обрядность, под эту обрядность же можно как бы, и сколько это товаров, ну, вот на Новый год, предположим, или на 8 марта, вы знаете, какая огромная... Да, выручка продавцов просто зашкаливает. Цветов, да, и как бы, если на Наурuz, как бы, и вот этот же Наурuz коже, как бы, по определенному рецепту, и одежда. Я каждый год хамша покупаю. Да, вот, ну, сказать, что обязательно надо подарить хамши, да, как бы, и тогда продажи хамши будут возрастут в геометрической прогрессии и так далее. То есть это, ну, такой, как сейчас модно говорить, кейс, да, ну, надо его осуществить, надо его сделать. Праздник имеет за собой такую вот какую-то внутреннюю основу, которая дарит радость людям. С праздником вас еще раз хочется поздравить. Спасибо вас также. Вот, Спасибо сегодня за будем приглашение. отмечать этот день, наверное. И с День огромным только удовольствием начинается. праздновать, да. День только начинается. Всем доброе утро. Наурuz Кутту болсын. Писатель Ханат Тасибеков сегодня у нас был в гостях и поделился своим мнением по поводу празднования Науруза. Еще раз огромный рахмет. Хорошего дня. Наурuz Кутту болсын. Рахмет сізге. Искренне, от всей души, друзья, поздравляем вас с праздником Наурыз. Желаем вам встретить этот день в окружении родных, близких и любимых.